Уйгуры, от Тенгри до ислама. Кто пытался стереть древнюю уйгурскую цивилизацию и как уйгуры ее сохраняли? Уйгуры – самый древний тюркский народ, а уйгурская цивилизация более 1200 лет была основой для всей Центральной Азии. Долина Архона на Атюкене была священной землей Тенгри и центром уйгурского каганата. Уйгурский каган Моунчур в 745 году приказал высечь послание на каменной стеле: «Тенгри даровал божественную благодать вечного неба, и я стал каганом». В 763 году каган Моунчур официально принял манихейство как государственную религию. Синь Таншу пишет: манихеи заняли высокие посты в уйгурском каганате. В каганате исповедовали тенгри, буддизм, манихейство. Были и мусульмане. Когда халиф аббасидского халифата Мухаммад аль-Мансур начал преследование неверных, манихеев казнили, изгоняли, их имущество конфисковывали. Манихеи бежали в уйгурский каганат, где нашли покровительство кагана Моунчура. Могущественный уйгурский каганат был абсолютным гегемоном Центральной Азии. И уйгурский каган Моунчур направил халифу аль-Мансуру ультиматум. Как сообщает арабский историк Ибн аль-Факих, уйгурский каган написал: «Ты убиваешь людей моей веры. Клянусь Богом, если бы я не боялся, что не останется на земле ни одного мусульманина, которого я не убил бы, и что не останется в твоей земле ни одного манихея, которого ты не убил бы, я бы непременно сделал это. Но если ты убьешь хоть одного человека из моих единоверцев, я убью всех, кого смогу, из числа твоих мусульман, которые у меня больше. А потом я пойду на тебя с войсками, пока не узнаю, чья земля прочнее и чье войско сильнее». Угроза подействовала. Халиф аль-Мансур был испуган и немедленно приказал прекратить преследование манихеев. Этот эпизод ярко демонстрирует геополитический вес уйгурского каганата. В 788 году уйгурский каган Кутлук Аблбильге потребовал у китайского императора династии Танде Цезун изменить иероглиф и китайского написания уйгур. Он написал китайскому императору: «Мы, уйгуры, покорили степи и возвысились над племенами. Наше государство обрело мощь, культуру и благочестие. Нынешнее имя звучит грубо и не соответствует нашему величию. Призываем исправить китайский иероглиф на достойный небесных коней и нашей мудрости». Император Дэ Цзун издал приказ, отныне в указах, летописях и дипломатической переписке именовать уйгур, как быстрокрылых соколов. В Тенгри сокол посредник между небом и землей. Новый иероглиф закрепил образ уйгуров как цивилизованной силы, а не кочевников-варваров. Китайская хроника Синь Таншу пишет: «Уйгуры, потомки Хунну, каган попросил изменить иероглиф, ибо они стремительны, как сокол». Синь Таншу подчеркивалось: то, что уйгурский каган потребовал сменить иероглиф, это первый в истории прецедент, когда кочевая империя диктовала Китаю, как писать ее имя, что подтверждало равный статус уйгурского каганата. После распада уйгурского каганата в 840 году, три ветви уйгуров создали новые государства. Кашгарское ханство уйгуров-караханидов приняли ислам, перешли на арабицеу и стали называться просто мусульмане. Турфанское уйгурское идикутство сохранили все религии, уйгурское письмо и самоназвание уйгур до 15 века, пока не пришел ислам. Ханство в Ганчжоу-Сарик уйгуров, вера тенгри, буддизм и название уйгур. Рашид ад-Дин в Джами ат-Таварих пишет: «Уйгуры Карахана забыли имя предков, став тюрками-мусульманами. Уйгуры Ганчжоу хранили тенгри и буддийские мантры. Уйгуры Турфана сберегли имя уйгур и дикут и цивилизацию книг. Уйгуры-караханиды, приняв ислам, объявили джихад против уйгуров, тенгри и буддистов». Арабский историк Мерхонд в книге Раузат ас-Сафа пишет: «Уйгурский сатук Богра-хан принял ислам тайно и приказал разрушить идольни в Кашгаре». Ибн аль-Асир сообщает: Юсуф Кадир-хан овладел Хатаном, разрубил священное дерево тенгри, которое там почитали, и разрушил их идолов. Гордизи пишет: Ибрахим ибн Наср выступил против уйгуров, осадил Бишбалык и разбил войско Идикута. Ат-Малик Джувейни Тарих и Джахан Гуша, город Бишбалык, был столицей и резиденцией Идикута, государя уйгуров. Они были идолопоклонниками тенгри и буддистами. Рашид ад-Дин Джами ат-Таварих: уйгурский народ был многочисленным. Их правитель назывался Идикут, что означает святейшество. Главный город их был Уйгур-Турфан. Они имели свое письмо и книги. Махмуд аль-Кашгари Диван Лугат ат-Турк. Их язык – самый изящный из тюркских наречий. Они печатают книги на 6 языках. Их столица Турфан, город философов. Археологические данные, Тайок, Безиклик, Минкуи, неоспоримо свидетельствуют о массовых пожарах и намеренном уничтожении буддийских храмов и монастырей тенгри в Турфанском оазисе в XI веке. Немецкий археолог Альфред фон Лекок, проводивший раскопки в Турфане, свидетельствует: стены монастырей Турфана покрыты копотью пожаров, фрески систематически выскоблены. Храм Минкуй полностью сожжен в XI веке. Найдены обгоревшие рукописи на уйгурском языке уйгурским письмом. Уйгурские идикуты сохранили уйгурскую культуру,
уйгурское письмо и веру в тенгри, буддизм и манихейство. Став мусульманами, уйгуры-караханиды объявили джихад, но не успели полностью уничтожить уйгурскую цивилизацию Турфана и Беш-Балыка. В это время из самого сердца древнего уйгурского каганата, монгольских степей, появляется новая сила – монголы. Монголы еще не так могущественны, а их вождю Чингисхану не хватает денег и опытных администраторов. Богатый уйгурский Идикут-Барчук идет на союз с Чингисханом. Рашид ад-Дин Джами ат-Таварих пишет: Идикут-Уйгури явился к Чингисхану, изъявил покорность. Чингисхан оказал ему благоволение и утвердил его во владении его улусом и пожаловал ему грамоту. Идикут-Барчук Артигин добровольно подчинился Чингисхану в 1209 году. Уйгуры сохранили свою веру в тенгри и Будду. А уйгурская цивилизация, письменность, административный опыт, религиозные знания стала важнейшим инструментом для управления Монгольской империей. Рашид ад-Дин Джами ат-Таварих. Так как уйгуры были грамотным народом, то Чингисхан приказал царевичам учиться письму и закону у них. И ныне во всех улусах пишется уйгурским письмом. Хроники Юаньши упоминают множество уйгурских чиновников на высоких постах в имперской администрации Монгольской империи. Уйгуры в Монгольской империи поднимают свое имя и свою письменность на глобальный уровень, став синонимом цивилизации всей Евразии. Ат-Малик Джувени II и Джахан Гуша свидетельствует: Чингисхан не принадлежал к какой-либо вере и не следовал какой-либо секте. Он воздерживался от фанатизма и предпочитал одну веру другой и почитал святых всех религий. Юаньши сообщает: Хубилай хан сказал: уважайте и почитайте всех, кто обладает знанием 4 религий – христиан, мусульман, буддистов и даосов. После распада Монгольской империи религиозные войны в Восточном Туркестане возобновились, особенно с усилением исламского фундаментализма под влиянием суфийских орденов Накшбандия и Хаджей. В эпоху тимуридов начался рост исламской нетерпимости. Испанский посол Клавиха в 1404 году в своем дневнике «Путешествие ко двору Тимура» пишет: Тимур приказал разрушить все идольские капища в захваченных землях, христианам и иудеям велел платить джизью. Ведь в суре Ат-Тауба Корана сказано: «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, кто не считает запретным то, что запретил Аллах, пока они не станут платить джизью своими руками и не будут унижены». После походов Тимура в Моголистан в 1389 году остались фрески с выколотыми глазами, обезглавленные статуи Будды в уйгурских монастырях Безиклика и Тайока. Мирза Хайдар Дуглат в Тарих и Рашиде пишет: хан Моголистана Юнус воевал с буддистами. Его сын Ахмад Алача хан был фанатичным мусульманином, разрушал их храмы. Султан Саид хан из Кашгари, движимый религиозным рвением, совершал походы против уйгуров Турфана, оставшихся буддистами. Он разрушал идолов и строил мечети. После 15 века имя уйгур стерто из мусульманских хроник. Когда мусульманские хаджи Уйгурии сожгли древнюю доисламскую цивилизацию уйгуров, у них началась внутренняя грызня. Так называемая священная война хаджей в XVI-XVII веках. Апак Хаджа, духовный лидер белогорцев, призвал Джунгар для победы над черногорцами. В результате, Уйгурстан окончательно потерял независимость. По горькой иронии судьбы, уйгуры-караханиды, когда-то приняв ислам, отказавшись от самоназвания уйгур и став просто мусульманами, потеряли не только свое имя, свою древнюю веру в тенгри, но и государственность. А ведь предупреждал Каган Культигин: когда над тюркским народом исчезнет власть и порядок, это произойдет потому, что они отвернулись от неба тенгри. Они не чтили тюркских законов, потому и исчезнет народ. Враг ввел в заблуждение, брат стал врагом брату. Не будет покоя, не будет власти. И только тенгри даст силу тюркскому народу. Хаджа Мухаммад Юсуф, суфийский шейх, писал к джунгарскому хану: мы обязаны очистить эту землю от скверны идолопоклонства. Окончательный удар – джунгарское завоевание и исламизация 17-18 веков. Последние буддийские храмы, Муртук, Сарчук, были окончательно разрушены и заброшены в 17 веке. Чакан Валиханов в своих путевых заметках о состоянии Алтышара отмечал: когда джунгары завоевали Турфан в 1679 году, хаджи обратили уйгуров в ислам силой. Храмы были сожжены, монахи перебиты или изгнаны. Китайские хроники Цин Шилу: в Турфане не осталось ни одного буддийского храма. Все жители исповедуют ислам. Суфийские хаджи, получив власть от джунгар, начали притеснять турфанских уйгуров, неверных, еще хранивших старую веру. Тенгри и буддизм насильно обращали в ислам. Архивные документы Цинской империи. Апак Ходжа в 1679 году при поддержке джунгар захватил Турфан. Приказал разрушить буддийские кумирни, а на их месте построить мечети. Отчеты генерала Чжа Хуэй по Турфану 1758 год. Местные старшины показали: при хаджах буддийские храмы были сожжены, монахи убиты. Народ силой загнали в мечети.
К 1759 году организованное присутствие буддизма, манихейства и тенгри среди уйгуров Турфана было уничтожено. Уйгурские мукамы, уйгурские танцы запрещены. Харам. Уйгурская национальная одежда заменена на арабские хиджабы и никабы. Древнее уйгурское письмо окончательно заменено на арабскую вязь, язык пророка. Уйгурские книги сожжены, памятники разрушены. Наступил век религиозного мракобесия и фанатизма. Однако следы древней уйгурской цивилизации сохранялись в форме тайных практик и фольклора. Чакан Валиханов в очерках Джунгарии 1858 года свидетельствует: «В Турфане я не нашел ни одного буддиста, но старики тайно хранят ядык-амулеты с изображениями драконов, это наследие древней веры. Женщины шепчут заговоры тенгри при родах». Арминий Вамбери в 1863 году пишет: «Уйгуры называют себя мусульманами, но верят в духов гор тенгри. На могилах ставят тес, шест с конскими волосами, как у древних тюрок». Турфанские документы 18 век. Письмо уйгурского крестьянина 1765 год. Соседи донесли Казию, что я храню шайтанскую книгу, буддийскую рукопись. Пришлось сжечь. Судебный акт 1771 год. Кара за повторное совершение обряда тенгри, жертвоприношение коня, 100 ударов палками. Амулеты из Турфана. Бронзовые подвески 19 века с буддийским символом Асока чакра и тюркскими рунами тенгри. Найдены в домах уйгуров, тайно передавались по наследству. Донесение наместника в Турфане 1775 год. Народ един в вере пророка. Но в глухих селах колдуны-бахши шепчут на древнем языке у камней. Пытаемся искоренить. Проклятие тенгри Тапан Балсун, чтобы тебя покарал тенгри. Сохранялось уйгурами в обиходе. Итог, что осталось от древней уйгурской цивилизации к 1759 году. Донесение наместника в Турфане. Местные старшины в Турфане уже не знают слова уйгур. Говорят: мы мусульмане, а земля наша Алтышар. Самоназвание народа уйгур окончательно искоренено, все просто мусульмане. Исламизация привела к тому, что к 1800 году школы медресе учили: тенгри – это шайтан. Хотя исламская традиция запрещала этнические имена, уйгурский народ все равно продолжал называть свою страну Уйгурстаном. Это зафиксировали историк Мухаммад Имин Садр Кашгари в 1790 году, «Страна наша Уйгурстан». Английский посол Белю Кашгарлык – это татарин чистого уйгурского племени. Валиханов, местные считают себя потомками древних уйгуров. Бартольд, интеллигенция предпочитает называть себя уйгурами. И вот, в начале 20 века в Восточном Туркестане вместе с джадидами началось массовое движение за национальное возрождение. В 1900 году авторитетный Хусейн Мусабаев из Кульджи и Абдул-Кадыр Дамала из Кашгара сделали призыв к возвращению этнонима уйгур. Поэты, писатели, вся интеллигенция Восточного Туркестана и Средней Азии стали настаивать на возврате исторического имени уйгур. Этому предшествовали удивительные открытия, сделанные учеными-археологами древней уйгурской доисламской цивилизации, от стел уйгурского каганата до пещер тысячи Будд Турфана и Дуньхуана. Образ доисламской, чисто тюркской цивилизации уйгурского каганата и Турфана оказали глубокое влияние на основателя Турции Кемаля Ататюрка. Древняя цивилизация уйгуров вдохновила Ататюрка переориентировать национальную идентичность турецкого народа от исламской к тюркской. В то время турецкая элита хотела стать частью уйгуров и древней уйгурской истории. В новом чисто турецком лексиконе Ататюрка название уйгур было принято как слово уйгар, означающее цивилизованный, заменив арабское слово мадани. При создании Турецкой республики Ататюрк в 1923 году отменил исламский султанат и систему имамов, распустил исламские суды и школы, запретил ношение чадры, хиджабов и никабов, прекратил использование исламского свода законов, отказался от арабского алфавита. Критики обвиняли Ататюрка в предательстве ислама, но он возрождал чистую тюркскую доисламскую этническую идентичность турецкого народа. Одновременно похожие процессы шли в Восточном Туркестане и Средней Азии. Здесь услышали знаменитую речь Ататюрка в Самсуне: «Наши корни не в арабах, а в цивилизации уйгурского каганата». В Ташкенте в 1921 году прошел первый всеуйгурский съезд коммунистов и представителей тюркского населения Синьцзяна, который постановил для тюркского населения Синьцзяна восстановить этноним уйгур. «Мы возвращаем имя предков, уйгурлар», радостно с трибуны кричит Махсуд Мухиддин. Рукопись генеалогии 1911 года, найденная в Кашгаре, содержит список кланов со словами «Без уйгурлар», «Мы уйгуры». Протокол съезда учителей 1932 год. Пункт 4. Требуем обучения детей. Вы уйгуры, потомки караханидов. В 1933 году была создана независимая республика Уйгурстан. Но, по просьбе пантюркиста Мухаммада Имин Бугра, чтобы не обижать другие тюркские народы, ее переименовали в Восточный Туркестан. Забегая вперед,
Напомним, тюркские народы Центральной Азии, когда в 1991 году создавали республики, дали своим впервые образованным странам сугубо этнические названия. Государственные символы, флаг, герб и гимн содержали атрибуты Уйгурстан-Джумхурия, Республика Уйгурстан. Свои деньги, медный пул, серебряный танга, золотые тела, монеты отчеканили в Кашгаре в 1933 году с легендой, надписью «Республика Уйгурстан». Созданная в 1944 году уйгурская страна уже носила пантюркистское название Восточно-Туркестанская республика. В 1955 году был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район в составе Китая, территория больше, чем все среднеазиатские республики вместе взятые. Начался подъем уйгурского национального самосознания и возрождение древней уйгурской цивилизации. Буддистские монастыри Турфана, разрушенные исламистами, стали музеями, каменные стелы с рунами тюркских и уйгурских каганов времен уйгурского каганата стали местом паломничества, знаменитые уйгурские мукамы, запрещенные исламистами, стали снова исполнять. Древние уйгурские свитки, написанные уйгурским письмом, сожженные фанатиками, восстанавливать и изучать. Казалось бы, ничто уже не мешает возрождению древней уйгурской цивилизации и культуры. Но в 90-х, с открытием границ, в регион хлынули толпы миссионеров радикальных исламских течений, от салафитов до ваххабитов. И снова, как в темные времена прошлого, зазвучали призывы запретить уйгурскую музыку и танцы, харам, отказаться от традиционной уйгурской одежды, вместо нее носить арабские хиджабы и черные абаи, перевести детей из школ в медресе, желательно в Афганистане или Египте. Началось острое противостояние между уйгурской научной интеллигенцией и радикальным духовенством. После серии терактов, радикальный ислам в уйгурской автономии был поставлен вне закона. Въезд и выезд для исламистов закрыли. Наиболее радикальных осудили, остальных отправили на перевоспитание. Уйгурская национальная культура продолжила свое развитие. В странах Центральной Азии происходили схожие процессы, но там исламисты добились большего. Сегодня там вы чаще увидите хиджабы, чем расписные тюбетейки. История уйгурского народа – это не только борьба за веру предков, но и борьба за историческую память и свою уникальную древнюю цивилизацию. Уйгуры создали свою уникальную политическую идентичность еще в VIII веке, когда отделились от Старой Тюркской конфедерации. За 6 столетий между этим временем и распадом Монгольской империи уйгуры прошли путь от одного из самых могущественных и важных кочевых племен, помогавших выжить династии Тан, до одного из лучших примеров того, как кочевникам удалось превратиться в оседлое, городское и коммерчески ориентированное государство и общество. Это наследие хорошо послужило уйгурам и после того, как они стали управленцами в других государствах, особенно монголов. Уйгуры оставили богатое наследие текстов и материальной культуры, которое ученые до сих пор изучают. Эти находки показывают, что уйгуры – один из величайших народов и государств в мировой истории.